Со дня ладской трагедии, в результате которой в одночасье оборвалась жизнь 87 человек, прошло 24 года. 14 декабря в Абхазии навсегда останется днем памяти и скорби. В этот день по традиции люди посещают село Акварчапан близ Кварчала, откуда взлетел вертолет с беженцами, село Лата, где рухнул вертолет, и Гудауту, где захоронены останки заживо сгоревших людей. В память о погибших в этой страшной трагедии сотрудники Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардзинба решили провести не совсем обычную акцию. Коллектив Музея боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзинба в этом году просит всех сограждан поддержать нашу инициативу, почтить память погибших в ладской трагедии минутой молчания в момент гибели самолета и людей. Это произошло в 17:30. Просим всех, кому не безразлична эта дата, и те, кто помнят те события, в 17:30 остановились там, где они находятся, поддержали нас минутой молчания. Водители могут поддержать акцию гудками либо сиренами. Идею провести подобную акцию памяти поддержали множество различных структур и компаний республики. В первую очередь откликнулось движение матерей Абхазии, Ассоциация женщин-инвалидов, участниц Отечественной войны, Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Информационную поддержку окажут Абхазское телевидение, Абаза ТВ, агентство «Спутник», операторы мобильной связи Амобайл и Аквафон. В парке славы в Сухуми 14 декабря будут зажжены свечи по числу погибших в вертолете людей. В Музее боевой славы все еще нет экспозиции, посвященной ладской трагедии. Для ее создания необходимы личные вещи, фотографии погибших. Все, что может рассказать подрастающему поколению о людях, чьи жизни безжалостно оборвал враг. Сотрудники обращаются к населению с просьбой принести в музей предметы, отражающие историю семьи погибших и какие-то памятные вещи. Нисфа Аршба Саид Айба, Абхазское телевидение.